Обряд очищения, подвязывание солома, загадывание желаний и знакомство с легендами, а также последними достижениями Якутии в области IT. Первым делом приглашенным журналистам провели экскурсию по павильону нашей республики на выставке «Россия». Причем гид Альбина Пермякова в прошлом сама корреспондент, но сегодня она не задает вопросы, а отвечает на них. Мне кажется, самый интересный вопрос был, когда приходили школьники, гимназия имени Примакова, это московская гимназия, это 2 класс был, они маленькие еще, и спрашивают, а как это? Это круто быть якутом, да? Я говорю, это очень круто, потому что мы живем в таком холоде, где вымерли мамонты, а мы еще выжили. Все присутствующие – это журналисты, которые когда-то жили и работали в Якутии, или те, кто делал материалы о нашей республике в федеральных СМИ. Как журналисту очень приятно, когда в преддверии праздника ты можешь встретиться с кем-то, да, с организациями, с землячествами и так далее, и пообщаться в неформальном таком ключе, за чашкой кофе или чая, просто поговорить об общих каких-то векторах, точках соприкосновения. Обычно журналисты стоят за кадром, да, и слушают, что им рассказывают, а здесь есть возможность еще и поговорить. Эдмунд Желбунов – корреспондент НТВ. В этом году он получил ТЭФИ за свой репортаж, снятый в Тампонском районе Якутии про кочевые школы. Неделю он прожил в стойбище. В итоге этот материал стал лучшим в стране информационным сюжетом. Вообще управиться с оленем, тем более с первого раза, получается далеко не всегда. По прошествии уже целого календарного года, когда, понятно, подводишь какие-то итоги, смотришь, где ты был за этот год, куда ездил, были там и заграничные командировки, и по России, все равно возвращался вот именно в этот регион, в Якутию, в Тампонский район, запомню, наверное, навсегда, где было село Тополиное. Почему-то чувствовалась какая вот магия, я чувствовал, что получается какой-то особенный материал. В конце встречи все гости получили памятные подарки, якутские лакомства и сувениры. И точно, воспоминаний и знаний о нашей республике у журналистов будет еще больше. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.